Все вы знаете, что наша страна голубая планета, что она окружена голубой мантией. Но человек – это такое разумное существо, оно начинает беспокоиться о воде тогда, когда уже проблема стоит катастрофическая. И вот нельзя мировое сообщество, и в том числе президент Российской Федерации, сделали такое, значит, предложение о том, чтобы провести 2013 год международного водного сотрудничества, и наш президент выступил с предложением о том, что 2013 год был годом охраны окружающей среды. Конечно же, приятно, когда вот такие мероприятия значимые, такие мероприятия, которые, конечно же, повышают наш уровень понимания, да, тех проблем, и в том числе и водных проблем, это, которые и мы доводим с вами как-то вот такую, и, может быть, даже воспитываем успокоенность такую-то, да, подрастающего поколения, взрослого поколения, проблемам и воды, и охраны окружающей среды. Это, конечно, огромное всем вам, прежде всего присутствующим здесь спасибо, спасибо Национальной библиотеке, вам, безусловно, да, и вот хотелось бы мне еще отметить и вас, уважаемая Валентина Николаевна, поскольку она является у нас членом комитета, и я вообще, как-то, вы знаете, вот этот вот объем работы, который делают библиотеки, он очень весомый в плане охраны окружающей среды, потому что по количеству мероприятий, которые проводятся в библиотеках, в Министерстве культуры, он достаточно большой и весомый. Ну, поскольку у нас с вами год охраны окружающей среды, буквально несколько слов о нем. Он ведь не случайно, год охраны окружающей среды. Вообще на уровне России принято много достаточно весомых больших документов. Это и основа государственной политики в сфере охраны окружающей среды до 2020 года. Принята очень большая программа, которая, вы знаете, наверное, сейчас вообще у нас в любой стране и финансирование будет 42 государственные программы, то есть во всех сферах. Будь то это энергетика, будь то это охрана окружающей среды, вот такая программа принята и по охране окружающей среды. Ну и Удмуртия вступила в ВТО, и это очень важно, это очень как бы серьезный момент, поскольку весь груз международных отношений, он, конечно же, накладывается и в области охраны и защиты, и в целом как бы окружающей среды. Поэтому, знаете, конечно, мероприятий, поскольку в год охраны окружающей среды проводится достаточно много. Всему природоохранному комплексу мы однозначно не скучаем, поскольку проводится много мероприятий, а полгода уже тем более прошло, в плане снижения негативного воздействия на окружающую среду. Эффективно хотелось бы в этот год поработать и по проведению экологического мониторинга и каких-то надзорных контрольных мероприятий, ну и, конечно же, по повышению экологических культурных взаимоотношений. Не только, конечно, подрастающего поколения, но и взрослого населения в том числе тоже. Поэтому и Министерством образования Удмуртской республики, и Министерством культуры, и Министерством молодежи, Министерством и общественные, важными общественные организации тоже включились в эту работу. И план мероприятий на сегодняшний день подготовлен, утвержден еще в начале года правительством Удмуртской республики, и по этому плану делается много мероприятий. Ну, каких, если мы говорим сегодня о воде, то это, конечно же, они разнообразные. Прежде всего, большие мероприятия проводятся в виде конкурсов, то есть мы подтягиваем сюда и старшеклассников к этим мероприятиям, поскольку вот этот конкурс водных проектов, то есть мы проводим региональный этап, и уже на протяжении 3 лет региональный этап национального конкурса водных проектов старшеклассников. Это хороший, интересный конкурс, в нем участвуют старшеклассники, они готовят научно-исследовательские проекты по воде, совершенно разные темы, касаемо и нашего Ижевского водохранилища, и Воткинского водохранилища, это и применение фильтров для очистки воды, чисто технические, если какие-то они делают такие новшества и показывают нам вот на этих конференциях, это и по очистке состояния наших родников. То есть вот, много здесь участвует у нас, достаточно и библиотеки участвуют, и эколого-биологические центры, как бы мы всех подтягиваем к этому конкурсу. Еще хотелось бы, конечно же, мне отметить мероприятия, которые проводятся и с Министерством по делам молодежи, совместные мероприятия
это по родникам, то есть родники «Бесценный дар». Это в рамках номинаций вот этого конкурса. Проводится благоустройство родников, в нем участвуют тоже школьники, более 160 человек поучаствовало из малообеспеченных детей за последние годы, это последние 3 года, 47 проектов примерно, где-то около 47, где-то около 60 проектов рассмотрены. Но самое главное, что около 60 родников вот за эти 3 года они благоустроены. То есть мы с вами стараемся все равно поддерживать наш, может быть, имидж республики как родникового края. То есть и этим путем. То есть я не говорю, что там как бы отсутствуют взрослые, то есть и какие-то серьезные проекты, но еще и дети как бы вот участвуют посредством этих конкурсов. То есть мне хотелось показать год охраны окружающей среды, но в направлении водном. Вот. А в целом, конечно, уважаемые коллеги, ведется и по отходам, и иные как бы затрагиваются проблемы и по воздуху. Поэтому вот я свое короткое выступление заканчиваю, но хотелось бы еще раз поблагодарить библиотеку и всех присутствующих, большинство из вас здесь сидящих, которые активную позицию занимают в рамках вот охраны окружающей среды. Спасибо. Мне вот что хотелось бы сказать в связи с водой. Вода ведь находится в разных состояниях, вода находится повсеместно, повсюду. И когда мы говорим о воде, нужно иметь в виду не только так называемые водотоки, водоемы, но надо иметь в виду то, что вода находится и в атмосфере, вода находится в почве. И вообще любая территория обладает своим своеобразным водным режимом. И существует циркуляция воды, биогеохимический круговорот воды, как говорят. То есть вода находится в постоянном движении. И то, что в каком состоянии пребывает наши, например, водоемы, вода в наших водоемах, в Ижевском пруду и других, это ведь связано не только с тем, какая вода там именно, а какова водная обстановка, гидрологическая обстановка вокруг. И в атмосфере сколько осадков, и в почве сколько воды, и в грунте. Поэтому это надо обязательно иметь в виду. И при выделении, при выявлении так называемых особо охраняемых природных территорий необходимо иметь в виду, что под особо охраняемой природной территорией правильно иметь в виду ту территорию, которая экологически, как говорят, природно оптимизирована. Какие-то отдельные виды растений, животных, какие-то отдельные породы – это только лишь элементы. А на самом деле существует единство, связь, очень прочная связь, интересная связь – это экосистема. Это нам можно сказать, что даже географы экологическая система. И вот здесь, конечно же, мы должны всегда отдавать приоритет воде. Вода как самый лобильный элемент, самый динамичный элемент среды, она реагирует на все. И если мы сможем, и человек сможет регулировать движение этой воды, качество этой воды, мы добьемся очень многого, и в том числе наши водоемы будут чистыми. В свое время великий ученый наш Докучаев, когда ему правительство дало задание определить, узнать, выяснить причину засух в нашей России, в царской России еще, он организовал большую экспедицию. В течение 3 лет огромная армия ученых работала в этой экспедиции. Она установила, что, конечно же, самым главным фактором появления этих засух, которые вызываются, является человек. Это перепашка земель. Это, в общем-то говоря, это то, что нарушает водный баланс. Между прочим, и у нас тоже немножко наблюдалось это же явление, и мы были обеспокоены этим моментом, этими процессами, потому что по числу оврагов Удмуртия выходила на Урале уже на 1-е место. По числу или по степени распаханности земель мы тоже на Урале были почти что первыми. Сейчас в связи с тем, что земля забрасывается, или заброшенных земель очень много, у нас экологическая обстановка улучшилась. И вот и улучшается также и, в общем-то говоря, водный режим. Сейчас, мне кажется, вот как раз наступил тот момент, когда все эти процессы, которые происходят в природе, отрегулировать так, и это не так будет дорого, чтобы оно было выигрышно для в целом экологии, экологической обстановки нашей республики. В частности, наши многие реки, берега рек, они оголенные, там нет деревьев, ни кустарников, но и существует закон, который предусматривает оставление или наличие обязательно лесов,
рощ или кустарников, или, по крайней мере, травянистых природных сообществ по берегу реки, потому что это является очень важной, они выполняют защитную большую функцию. И сейчас вот те же самые леса, которые образуются на бедных почвах или на почвах вообще на заброшенных, к ним тоже нужно иметь законодательно-правовой подход правильный, потому что неизвестно, вот было поле, заросло лесом, теперь это лес или поле. Конечно, сельскохозяйственные аграрники не отдадут лесника. А лесники как же говорят, мол, не отдадите, когда тут лес настоящий. Тогда что тогда лесникам положить? Ну, одним словом, вот такая интересная ситуация. И вот большая напряженно должна идти работа и по части сохранения воды, и лесное хозяйство, Министерство лесного хозяйства, Министерство, конечно, экологии и природных ресурсов. И все мы вместе должны вот этот момент понимать. А раз мы сегодня говорим о воде, и если мы имеем в виду чистоту наших водоемов, чтобы вернулись наши реки, такие любящие чистоту воды, такие животные, как форель, такие как хариус, такие много-много видов, так называемые священные рыбы раньше называли, да, конечно, то мы можем, вообще-то говоря, улучшить нашу обстановку. А у нас вот в Устье хариус, что ли, есть? Есть. У нас хариус вылавливался огромное количество, даже в 1930-х годах. Хариус. И у нас сейчас есть 3-4 водоем встречается хариус. Но сейчас хариус опять начинает уже возвращаться понемножку. Почему? Потому что раньше было много ферм. Фермы всегда сопровождались кучами навоза. Вода смывалась там хоть так или иначе. Началачивалась. И вот были загрязненные. Хариус исчез почти что. Но в Камбарском районе, в Волнажском районе, еще в каком-то одном районе, а еще, зоологи говорят, наши еще в 2 районах обнаружили уже хариус. И хариус, и другие виды из осетровых вот тоже могут появиться. То есть, говоря о воде, мы не должны забывать о природе в целом. И когда мы говорим о природе в целом, не должны забывать то, что в этой природе самым главным элементом является вода, и то, что библиотека либо своим высоким образованием библиотечным, либо тем, что чутье очень хорошее, либо здесь собрались очень замечательные патриоты, угадали, тему выбрали очень правильную и очень актуальную, тем более, что эта тема как раз обсуждается в год экологии. У нас все, мы полностью, наша республика, Удмуртская республика, относится, все территории относятся к бассейну реки Камы. Кроме нас, к этой территории еще относится Республика Башкортостан, Пермский край, Кировская область. И вот мы со своей маленькой территории, всего 42 тысячи квадратных километров, тоже относимся к бассейну реки Камы. Но если те другие области, края республики, они еще граничат и с другими бассейнами, то наша Удмуртия, она в самом центре бассейнового округа, и мы только относимся к бассейну реки Камы. Всего, ну, в принципе, так вот, плюс-минус, мы в год, если взять 2012 год, забрали из всех источников 320 миллионов кубических метров воды. Много это или мало, но в общем, надо сказать, что эти 300, например, миллионов кубометров нефтяники добыли нефти за какие-то там 8-9 лет. Мы каждый год забираем 320 миллионов кубометров воды. Из них 215 это из поверхностных водных объектов, то есть из рек, в основном из водохранилищ. В этом наша основная проблема. И остальные 105 миллионов кубометров это вода из артезианских скважин, из родников. Так что основным у нас источником питьевого водоснабжения, как бы мы этого не хотели, остаются все-таки поверхностные водные объекты. И в основном водохранилища. Крупные водозаборы у нас расположены на крупных водохранилищах. Это Воткинское водохранилище на реке Камы. Есть еще Воткинское на реке Водка, Ижевское водохранилище, Камбарское водохранилище. Ну а город Глазов и город Сарапул у нас полностью обеспечиваются водой из рек, реки Чепца, из реки Камы. Но при этом наши источники, наши поверхностные водные объекты, они являются не только источником питьевого водоснабжения, они еще и приемники источных вод. Вот отсюда и начинаются наши все беды и наши все проблемы.
Хотя и республика и маленькая, но много это или мало, 165 миллионов кубов мы обратно возвращаем в эти же самые реки в виде сточных вод. И только 6% вот этой вот сточной воды, она соответствует нормативным требованиям. Остальные 94, то есть они из-за того, что, во-первых, технологически отстали наши очистные сооружения, далеко отстали, потому что многим очистным сооружениям уже лет по 50, и, соответственно, они уже как бы не справляются с теми стоками, которые поставляют наши города, поселки. Поэтому особенно проблема это в сельской местности, потому что из сельских очистных сооружений, наверное, только городу Камбарке и Кизмеру помогло, да, тоже, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, то, что благодаря федеральной целевой программе по уничтожению химического оружия город Камбарка и город или поселок Кизнер у нас получили новейшие очистные сооружения. По программе «Чистая вода», федеральной целевой программе у нас идут работы, сдвинулись наконец-то, я думаю, работы по строительству очистных сооружений в городе Можга. Это наше самое черное место, черная дыра, наверное, в Удмуртской республике, когда целый город, порядка 3 миллионов сточных вод сбрасывают без очистки в ту же самую реку Сюга, а дальше это и поступает в реку Вала, а дальше уже уходит в Кировскую область. Проблема была большая у нас в поселке, но эта проблема сейчас также по программе «Чистая вода» решается. Я думаю, что те очистные сооружения, которые когда-то принадлежали на заводу, они будут реконструированы, построены, и я думаю, что поселок Болезино тоже перестанет оказывать свое негативное воздействие на город Глаз, потому что глазовчане получают ту воду по реке Чепца, благополучно поселок Болезино сбрасывает сточных вод. Как видите, то есть реки, они не имеют границ, поэтому то, что мы в 2004 году было в результате административной реформы была создана вот эта вот структура Камское бассейновое водное управление, куда выходят именно 4 региона, которые пользуются водой Камского бассейна. Это, наверное, было мудрое и правильное решение правительства. Поэтому я думаю, что вот с этой проблемой нам в первую очередь необходимо бороться и работать, чтобы у нас ни одна капля неочищенных сточных вод не попадала в источники питьевого водоснабжения. С этой проблемой мы столкнулись и работая над проблемой оздоровления Ижевского водохранилища. Вспомним 2003 год, когда из крана горожан потекла вода с запахом дуста. Это было страшное время. Правительство республики в то время разработало программу оздоровления Ижевского водохранилища, которая была направлена на 2 направления работ. В первую очередь работы по самому оздоровлению Ижевского водохранилища, и второе направление – это большую нагрузку получил тогда МУП города Ижевска Ижводоканал, когда необходимо было все-таки ту воду, которую получилась в Ижевском водохранилище, доводить до нормативных требований, и чтобы избавиться от этого страшного запаха, и чтобы, в общем-то, горожане могли пить соответствующую воду. Но мы в то время забыли третью составляющую, что надо было еще включить обязательно работу с водопользователями, работу с предприятиями, которые сбрасывали и пользовались также этим Ижевским водохранилищем как для промышленных своих нужд. Это в первую очередь сам же Ижводоканал. Когда промывные воды, порядка 600 тысяч кубометров промывных вод, загрязненных, неочищенных, не шли обратно после фильтров в Ижевское водохранилище. Это, кроме единственный, это, конечно, был точечный источник Ижводоканал, и эту проблему мы благополучно решили только, наверное, в прошлом году. Наконец-то с этим сбросом разобрались, и его не стало. И, в общем-то, а что касается других предприятий, это ТЭЦ-1, это Аксион Холдинг, они у нас сбрасывают, но сбрасывают нормативно чистые сточные воды, можно их тоже называть сточными, это после охлаждения агрегата. Естественно, надо иметь в виду, что эта вода, которая после охлаждения поступает в Ижевское водохранилище, она тоже иногда не всегда соответствует тем температурному режиму, который бы необходим был для Ижевского водохранилища.
Ну, а Ижмаш и Ижсталь у нас как бы только являются водопользователями, они только забирают воду. И когда начались работы по очистке ложи, мы, собственно, обратились к объединению Ижсталь с тем, что вы как крупный, один из крупных водопользователей, в то время они забирали порядка 8 миллионов кубометров воды с Ижевского водохранилища, сейчас немножко меньше, но тем не менее, что должны также вносить свой вклад в дело оздоровления этого водохранилища. Такое мощное предприятие, как Ижсталь, если дальше пойти, это целое объединение Мечел, то есть вы пользуетесь, будьте добры, тоже вносите свой вклад. Проект очистки ложи Ижевского водохранилища, поэтому попал в 4-й пусковой комплекс, это рекультивация шлакоотвала по правому берегу Ижевского водохранилища. Зрелище в то время было страшное, но сейчас уже как бы работы, они медленно, но верно работают. Обещали в 2013 году поставить земснаряд, но, к сожалению, я так поняла, что его уже не будет в этом году. Дай Бог, чтобы в 2014 они завершили эти работы. То есть работы как бы движутся в этом направлении тоже. И несколько изменились условия предоставления средств из федерального бюджета. Все работы, которые проводились в Ижевском водохранилище, это очистка ложи, это полностью реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Кстати, по этому вопросу в конце мая у нас в Перми проходила 4-я международная конференция, называется она так у нас и называется, водохранилищ, проблемы водохранилищ и их водосборов. И было 2 доклада, которые коснулись Ижевского водохранилища. Первый сделано было специалистами Российского научно-исследовательского института водного хозяйства Росниф, это пермский филиал. И второй доклад был, слава богу, первый раз я услышала, выступление Мурского государственного университета. И оба эти доклада, они имели такой большой успех, потому что наверное, сказать, что весь бассейн, Камский бассейновый округ следит за теми работами, что проходят у нас на Ижевском водохранилище. Мы первые столкнулись с этой проблемой, после нас уже идут и другие регионы с этой проблемой. Берут, ездят, у нас опытом делятся. Поэтому эти доклады, они вызвали такой интерес, и было очень приятно, что ученые Роснифа, они, оказывается, не знают, что у нас уже капитальный ремонт гидротехнических сооружений завершен, что мы уже изменили эти деревянные старые щиты на стальные затворы, что у нас уже вода не стекает сверху, как раньше было, а мы из-под щитов эту воду спускаем. И они нам с рекомендациями, с расчетами, коэффициентами Ричардсона, все, в общем, с большими такими математическими моделями нам пытались доказать, что вам надо поменять щиты, и у вас тогда все будет прекрасно. И какое же было удивление, когда, в общем-то, я им сказала спасибо за подтверждение, за научное подтверждение, но этот проект уже прошел экспертизу и уже реализован полностью. У нас очень даже получилось шикарное, можно сказать, гидротехническое сооружение на плотине. И, кроме того, значит, работы по берегоукреплению у нас идут сейчас уже как бы 3-й, наверное, пусковой комплекс в районе парка имени Кирова проходит, то есть, как любит говорить генеральный директор Удмуртии-Проводхоза Свайкошин, жемчужина должна иметь соответствующую оправу. И вот с этой оправой, в общем, как бы уже работаем над этой оправой. Вот, в общем-то, наверное, если коротко сказать об использовании водных ресурсов. Еще забыла сказать, поменялись условия, то есть мы, если деньги получали с федерального бюджета напрямую, они шли, первые этапы работы по очистке ложа, шли через Камское бассейновое водное управление. Так как начнем с водного кодекса в 2007 году, когда был принят новый водный кодекс, и функции были многие переданы субъектам Российской Федерации, но на выполнение этих функций федеральный бюджет выделяет средства в виде субсидий на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, и в виде субвенций. При расчете субвенций учитывается все. И территория, как я вам уже сказала, мы очень маленько имеем территорию в Камском бассейновом округе. У нас нет гидроэнергетики, денег мы собираем водных всего порядка 60 миллионов, население тоже как бы не очень, у нас 1,5 миллиона. И, в общем, в результате нам попало, где-то приходило в последние годы порядка 20 миллионов рублей на субвенции. Естественно, начать продолжение работ по очистке ложа, это было, конечно же,
нереально. Этих денег, в общем-то, наверное, хватило на 1 месяц работы земснаряда. И, ну, к нашему счастью, была принята в 2012 году федеральная целевая программа развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2020 года. В соответствии с этой федеральной целевой программой, по условиям ее, каждый регион должен был разработать свою региональную целевую программу. Она в Удмуртии была разработана самой первой в нашем бассейновом округе, потому что мы больше всех ждали этих денег, нам больше всех проблема Ижевского водохранилища не снята. И в этой федеральной целевой программе наконец-то появилась статья выделения средств, это реабилитация водных ресурсов, объектов. Но реабилитация это значит не только расчистка. Вот здесь, как хорошо сказал Виктор Васильевич, у нас, во-первых, хотя по данным Моргипроводхоза и многих ученых, коэффициент лесистости по Ижевскому, по бассейну водосбору реки Иши и Ижевского водохранилища порядка 72%. У меня есть такие цифры. Ну пусть 70, где-то 80. Но это в первую очередь должны быть проведены все лесовосстановительные работы. Это мы по проведению паводка знаем. У нас в Башкирии всю жизнь в первую очередь топят, потому что лесов. Там, где у них степи, там, где нет лесов, там их топят. В Удмуртию, слава богу, паводки всегда хорошо проходят, потому что у нас все-таки, как я сказала, этот процент еще как бы сохранился. Это лесовосстановительные работы. Это работы в водоохранных зонах Ижевского водохранилища должны быть. В первую очередь, конечно, наверное, условия, я не знаю, мы пройдем или нет этот конкурс, у нас нет до сих пор ливневой канализации. Если взять анализы, которые нам поставляет Ижевводоканал в течение года, и когда я их анализирую, то, что приходит в апреле месяце, вместе приходит с паводком, у нас ведь нет ливневой. То есть все, что вот из города, все это течет в Ижевское водохранилище. И когда посмотришь анализы, особенно по микробиологии, откуда же быть нашему пляжу, если при норме 10 калифаги достигают 180 и так далее. Эти микробные числа, они у нас все намного выше допустимых нормативов. Поэтому я считаю, здесь причина только одна, в этом, что у нас нет ливневой канализации, и вся грязь в апреле, как раз апрель это пик паводка, все это протекает у нас в Ижевское водохранилище. Поэтому, чтобы получить средства на реабилитацию Ижевского водохранилища, необходимо вот этот вопрос тоже будет решить, чтобы как-то вот или начать. У нас ведь есть она все-таки ливневка, ее надо просто восстановить, найти хозяина этого ливневого коллектора, и все-таки как-то над этой проблемой необходимо работать. Как сказала, это водоохранные зоны, это лесовосстановительные работы, ну и сама работа с водопользователями. Как я уже сказала, если мы по самому Ижевскому водохранилищу эту проблему как бы решили, у нас загрязненных сточных вод сейчас не попадает, Ижевводоканал решил эту проблему, но ведь у нас выше Ижевского водохранилища есть еще Якшур-Бодинский район. Куда идут стоки? Кто-нибудь когда-нибудь задумывался? Там нет очистных сооружений, нет. И там, где когда-то начинали строить, там сейчас магазин. Очистных нет. Все вывозится на свалку. А как сказал Виктор Васильевич, у нас круговорот. То, что попало, и вывоз жидких бытовых отходов, хоть и запрещен у нас законом, санпинами, всеми запрещен. Но тем не менее в районных центрах это еще практикуется. То есть вот надо решить эту проблему. А это значит, что и родниковая вода тоже уже не того качества проникает, ведь это конечно, проникает. Конечно. Естественно, проникает это все. Нельзя. Анисара У нас нет таких Станиславовна, извините, перебиваю. А где-то можно информацию о качестве воды родниковой именно черпать? Вот горожанам. Родниковую воду у нас исследует управление Роспотребнадзора по Удмуртской республике. Они, когда это все запрещено, они же вывешивают свои эти, аншлаги, да, таблицы, что нельзя это пить, нельзя. Но, к сожалению, вот они все время жалуются, что эти аншлаги кто-то всегда срывает. Мы тоже вывешиваем, что это водоохранная зона. Видели, наверное, в городе висят уже такие аншлаги, установлены проекты водоохранных зон, но они тоже периодически у нас исчезают. Я не знаю, куда это можно использовать, но вот такое у нас, хоть мы и занимаем первые места по экологическому воспитанию и образованию, но тем не менее вот еще находится. А вот в Пиясове есть какой-то святой источник, значит, он не такой уж и святой. Ну почему? Мне кажется, Киясов, ведь район как бы он далеко стоит от города, и я не думаю, что там такое сильное загрязнение.
Вполне возможно, что он и есть святой. У нас в каждом районе, в принципе, вот мы были недавно на истоке реки Кама, у нас собирается вот в июле месяце бассейновый совет будет, и мы поедем как раз вот займемся обустройством истока реки Камы. Так вот, там тоже он святой, говорят, что вот бабушки сказали, что каждый год обязательно, в общем, батюшка приходит, освещает эту воду. Так что у нас много, и в Ярском районе. Куда не приедешь, везде есть свой святой, как родной. Потребность в воде человека, ее можно выразить в абсолютных цифрах и можно в относительных. В абсолютных цифрах это 2,5-3 литра воды. В относительных 40 мл на килограмм у взрослых и 100 мл на килограмм у детей. То есть в среднем для ребенка качество воды в 2,5 раза большее значение имеет, чем для взрослого. Не нужно думать, что нужно в день эти 2,5-3 литра выпивать, потому что сюда входит вся вода, та, что поступает в организм с чаем, с кофе, с супом, с пищевыми продуктами. Поэтому чисто для питья остается литр, много 1,5 литра. И вот здесь возникает вопрос, какую воду пить. Обычно я говорю, что воду нужно пить разную, то есть не зацикливаться на каком-то одном типе воды. Если вы используете бутилированную воду, то желательно поставщика менять ежегодно, потому что любая вода имеет свои достоинства и свои недостатки. Так вот, недостатки проявляются в среднем через год, через 5 лет. Поэтому лучше это делать, то есть менять поставщиков. В принципе, схема может быть такая в настоящее время, учитывая те мероприятия, которые были проведены. Качество питьевой воды в Ижевске неплохое, особенно по сравнению, скажем, с Казанью, с Уфой, с Екатеринбургом. Поэтому схема на данный момент такая. Значит, для приготовления пищи, чая и кофе можно использовать водопроводную воду. Для питья, если денег не так много, можно использовать кипяченую воду. Если деньги есть и их не жалко, то можно использовать воду бутилированную, желательно высшей категории качества. Это чаще всего детская питьевая вода, та, что продается в аптеках. Так вот, этой воды можно выпивать утром стакан этой чистой питьевой воды высшей категории качества, и этого вполне достаточно на день. Летом, когда потребность чуть выше, можно стакан выпивать утром и стакан вечером. Во все остальное время можно использовать кипяченую воду. У нас в городе Ижевске, я не говорю о других населенных пунктах. Если говорить о родниковой воде, то она, как правило, имеет нестабильный уровень качества. И, как правило, в большинстве родников это высокий уровень нитратов и достаточно высокая жесткость, что неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья. Если говорить о нитратах, то это провокация сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у пожилых людей. А высокая жесткость, она способствует развитию мочекаменной болезни. Об этом нужно помнить. Вот вкратце все, что я хотел до вас донести. А если эта вода прокипяченная? Все равно жесткость остается, она становится чуть ниже, но она остается, а нитраты никуда не деваются. А еще один вопрос. А увинская вода? Я не рекомендую. А какую Хоть надо быть рекомендуете, патриотом, кроме но я детской? не Вот рекомендую. сейчас так А много. варзиатинская? Селебря, Тоже ее какая-то- можно пить в лечебных целях. При заболеваниях. Да, не больше 3-4 недель. А какая вот... Детская питьевая вода, та, что продается в аптеках, это фрутоняня, это Винни. Фрутоняня это Липецк, Винни это Подмосковье, там достаточно чистые воды, пока во всяком случае. Вот. Есть еще другие варианты, но 5-литровая бутылка стоит 70-80 рублей. В основном это аптеки, иногда в супермаркетах можно увидеть, но не везде. Там чуть дешевле всякие вот получается. какие-то типа Шишкин лес, там серебря. Шишкин лес, она легковата. Минералия. Акваминералия это дистиллят. Про артезианские воды можно? Значит, артезианские воды, если это артезианская вода первой категории качества, то это практически питьевая вода. Но, к сожалению, ряд артезианских скважин у нас в городе имеет высокое содержание фтора и высокое содержание бора. Вот. Если есть сертификат на использование этой скважины, то вода безвредная, безопасная. А если нет сертификата, то Ну вот на Сложно самом Чем сказать. грозит бор и фтор? что? Бор и фтор чем грозят? Чем грозят? Высокое содержание фтора способствует разрушению эмали зубов. Если фтора 0,
то это способствует кариесу. Как правило, у нас в природных водах фтора 0. Вот. А если высокое содержание, то это опять же способствует разрушению эмали, но в связи уже с другим фактором. Если же больше определенного значения, то уже будет флюороз скелета. Вот. Значит, а по бору это в основном воздействие на мужские половые органы. Женщинам чуть менее опасно, но тем не менее тоже возможны определенные последствия. Вот. Вот на садовых массивах... На садовых массивах, как правило, есть разрешение на использование, и, собственно говоря, можно эту воду в летний период использовать, что лично я сам делаю. У нас тоже артезианская скважина, летом я пью воду на даче. То есть вот источники водопотребления нужно менять в течение года. И пить воду разную, еще раз повторяю, не надо зацикливаться на одном и том же типе воды. Причем по минеральной воде тоже не нужно ее использовать в качестве питьевой, то есть постоянно пить. Ее можно пить, ну я еще раз повторяю, 3-4 недели в лечебных целях или в профилактических каких-то целях. Вот Боржоми, говорят, сейчас снова будет поступать, так вот тоже увлекаться не нужно, хотя вода хорошая и при изжоге, в принципе, оптимальный вариант, лучше нет. У нас хозяйственное питьевое водоснабжение осуществляется из двух поверхностных водоисточников, вы знаете, это Ижевский пруд и Воткинское водохранилище, и, значит, 87 подземных источников. Ну, озабоченность, конечно, нашего управления, да и всего населения, наверное, действительно сегодня говорили, является, значит, Ижевский наш пруд вызывает озабоченность. Потому что он является централизованным источником питьевого водоснабжения. В основном вода используется для населения Октябрьского, Ленинского, Первомайского района. Вот. И с каждым годом качество воды в самом водоеме, конечно, ну, скажем так, ухудшается. За счет чего? За счет того, что, во-первых, вот есть такой термин, как эвтрофикация, слышали, наверное, да? То есть это, значит, насыщение водоема, скажем так, биогенными элементами. Это вот этот так называемый фитопланктон, сине-зеленые водоросли, особенно вот в теплое, жаркое время. И вот этот пик происходит у нас в августе-сентябре, когда, значит, мы проводим исследования на содержание, значит, вот это сине-зеленых водорослей. И получается, что у нас, вот, допустим, у меня цифры есть такие, что, допустим, в августе 2012 года в 1 миллилитре воды, вот этой прудовой исходной, было обнаружено, значит, 852 тысячи клеток вот этого фитопланктона сине-зеленых водорослей. А норматив существует 100 тысяч, то есть превышение как бы 8 раз. Это максимальный был у нас, да? Ну а так в среднем всегда вот эти пики в августе-сентябре от 630 до 700 тысяч клеток в 1 миллилитре воды. Ну и вот уже второй год, в летний период, как бы по причине вот этого низкого качества исходной воды, значит, МУП Ижевский водоканал, значит, приостанавливает эксплуатацию водопроводного узла номер 3, вот эти головные у нас водозаборные сооружения Ижевского пруда. Вот, значит, ну, конечно, и правительством, и, значит, администрацией города Ижевска принимаются определенные меры, но они недостаточны для того, чтобы улучшить качество воды Ижевского пруда. Значит, ну вот и по этой причине, ведь у нас Ижевский пруд ведь используется не только в качестве источника, только источника питьевого водоснабжения, а в том числе он же используется и как зона рекреации, там же, значит, Ижевский пляж там есть, где активно населением используется для купания, в частности. И вот мы уже третий год не даем официального разрешения, мы не даем санэпидзаключения по причине как раз низкого, несоответствующего нормативам качества воды в Ижевском пруду. Ну, вот эти процессы, кстати, я забыл сказать, что эвтрофикация, это, во-первых, и само старение водоема, так, то есть это как бы естественные причины, а вторая причина, это, конечно, и различные химические факторы. Тоже говорили, что все стоки, вот, при отсутствии ливневки, они все поступают в пруд с ливневыми стоками. Значит, это, если бы, ну, возможно, тут попадают и минеральные удобрения, и, значит, и неочищенные сточные воды могут попасть, и, соответственно, они ухудшают качество воды, и вот эти способствуют процессам эвтрофикации. И получается, что
Вот из химических факторов это фосфор и азот, это как раз превалирующие элементы, которые вот и способствуют размножению этого фитопланктона. Основные проблемы по разделу водоснабжения: мы проводим определенный мониторинг качества воды. И вот смотрите, у меня цифры есть такие, что, допустим, мы исследуем как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям, то, значит, вот в динамике за последние 3 года у нас вода, отобрана из источников централизованного водоснабжения, значит, не соответствовала в 2012 году по санитарно-химическим показателям 47,5% ПРО, то есть практически половина по санитарно-химическим показателям. Значит, в 2011 году было вообще 55,3%, в 2010 40,6%. Это по источникам. И по микробиологическим показателям у нас тоже возрос процент в прошлом году 19,2%, а в 2010 году был 6,5%. То есть, видите, динамика к улучшению качества воды в самом источнике, значит, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Но если брать отдельно водопроводную сеть, разводящая система, то у нас также, значит, ухудшились показатели по микробиологии 2,2%, значит, в 2012 году, в 2010 было 1,6%, а по санитарно-химическим, ну, здесь как бы улучшение 29, почти 30%, в 2010 году было 45%. Но если вот посмотреть, как мы выглядим по отношению к Российской Федерации, при Волжскому федеральному округу, то давайте опять же, если по источникам смотреть, то еще раз повторюсь, у нас, значит, по микробиологии 19,2 было, это по 2012 году, а Российская Федерация средний 5,4%. Приволжский округ тоже 5,4, но в целом по Удмуртии у нас 4,7. Вот именно в Ижевске, вот за счет вот именно вот этой воды, значит, из Ижевского пруда у нас ухудшение произошло такого показателей. А по санитарной химии мы тоже впереди всей планеты, 47,5 это водоисточники, а Россия 29,6, Приволжский округ 25,9, по Удмуртии в среднем 27,3 такой показатель. Так, если по водопроводной сети посмотреть, то, значит, в Ижевске, значит, я говорил 2,2 на 2012 году, вот, а по России 4,6. То есть здесь мы, получается, водоподготовка у нас получается лучше, чем вот эта исходная вода в водоисточнике. Вот, Приволжский округ 4,6, ну, в целом по Удмуртии 4,3. То есть в Ижевске, получается, водопроводной сети, по данным мониторинга, речная вода у нас все-таки в 2 раза лучше по сравнению с другими вот этими регионами и этими цифрами. А по санитарно-химическим показателям здесь картина получается наоборот. 29,9, по России 16,9, Приволжский округ 12,6, по Удмуртии средний 17,1. То есть микробиология, вернее, по санитарной химии у нас идет ухудшение. Ну, соответственно, значит, когда ухудшается качество воды, и появляются вот эти запахи, напоминающие дуст, как говорят, и так далее, то за счет вот этого процесса эутрофикации, гниения и фитопланктона и так далее, значит, появляются и многочисленные жалобы населения. Жалобы населения идут к нам на качество воды, вот именно вот это, начиная где-то июль, август, сентябрь, вот это периодически поступает к нам. Ну вот мы анализ такой провели, допустим, там с 10 по 12 год, это за 3 года, вот таких официальных, скажем, письменных жалоб нам поступило, ну, вроде бы не так и много, 35 жалоб от граждан и 32 обращения от юридических лиц, прокуратуры и так далее нам поступали. И основная жалоба это вот качество воды, то есть это людей волнует цветность, содержание железа, мутность, и вот этот естественный запах, неприятный запах воды. Но в большинстве случаев рассмотрение жалоб, конечно, подтверждает вот эти все факты. Мы проводим исследования в отдельных квартирах и так далее, когда поступает жалобы, это подтверждается, естественно. Ну, мы принимаем, соответственно, меры не просто там, как статисты, принимаем меры административного воздействия. Ну, тоже статистика такова, мы, значит, привлекаем это по статье 6.5 ПАП, это вот по качеству воды, значит, за 3 года 76 протоколов именно вот, как бы, вот, выборку сделали мы, в том числе 26 в 2012 году, 37 в 2011, 13 в 2010 году. Значит, мы принимали меры воздействия, в общем-то, и
МУП Ишводоканал за то, что они обязаны все равно подавать воду соответствующего качества, и те жалобы, которые возникают в населении, это в том числе и, кстати, неудивительная работа и этого предприятия, хотя они, может быть, заложники в этом случае, но тем не менее они обязаны подавать населению воду, отвечающую по всем показателям, то есть безопасную в эпидемиологическом отношении, санитарно-химическим и прочим показателям. Вот, и направляли в суд, соответственно, вот, по жалобе, в частности, работали жители микрорайона Жив, совхоз Ленинского района. Вот. Привлекались к ответственности должностные лица МУП-водоканала. Ну, значит, еще раз тогда вот сейчас обозначим основные, я ничего не злоупотребляю, нет? Нет? Значит, как бы основные проблемы питьевого водоснабжения, значит, мы обозначим, вот, подытожим, как бы, начиная с 2004 года отмечается у нас сезонное появление неприятного запаха воды, вызывающее массовые жалобы населения, особенно Ленинского и Октябрьского районов города Ижевска. Дальше у нас вторая проблема – это загрязненные подземные, причем муниципальные водоисточники. В частности, вот тоже по данным мониторинга у нас из 16 муниципальных скважин, расположенных на территории Ижевска, 13 по данным исследований не соответствуют СНП, вода питьевая, вот, подземная. По таким показателям, как значит, превышение ПДК по бору, уже вот говорили, в частности литий, нитраты, PH, барий и так далее. Ну, вот такая сведения у меня, что водоподготовка проводится только на одной скважине у нас в поселке Волжское. Такая у меня информация есть. Ну, и по производственному контролю по 2012 году значит, было исследовано по санитарно-химическим показателям 1828 проб горячей воды. Из них соответствовало 116, ну, это чуть более 6%. То есть горячая вода, так как-то она более соответствует. А по микробиологии у нас всего 8 проб не соответствовало из 1508 отобранных, то есть это 0,5%. Горячая вода, она предпочтительная, хоть пей ее, да, вместо холодной, да, но рекомендуется. Вот. Ну и надо отметить, что в 2011-2012 годах отмечается, в общем-то, тенденция роста обращений населения города Ижевска по поводу вот, несоответствия параметров именно определяемых горячей воде. Это в первую очередь по температурному режиму. Сейчас вот эти идут эти испытания или что там, да, вот, вроде бы бежит из крана горячей воды, но она холодная поступает, да, что-то не всегда, то ли не отключают, то ли что-то, да, и, соответственно, или чуть теплое, может быть, это вызывает жалобы населения. Вот. В общем, это жалобы идут как от старого, как и нового, как говорится, жилого фонда, то есть без разницы. Вот. Ну и надо сказать, что ни ресурсоснабжающие, ни обслуживающие организации, в общем-то, в полном объеме не хотят радикально решать эти проблемы. Кивают друг на друга, что у нас все в порядке, это значит там эти и так далее. Да? Вот. Ну и такой пример, допустим, с мая по ноябрь 2012 года только с одной улицы Верша, дом номер 1, поступило 6 жалоб именно на горячее водоснабжение. Ну, надо сказать, что эта проблема до конца не решена. Но вот это видели, что мы это доводили на коллеги там в администрации, до главы администрации, соответствующие предложения по улучшению каких-то остановок, в частности, по мерам, направленным на обеспечение населения доброкачественной питьевой водой. Вы прочитали, а что надо зачитать? Вот такая у меня информация.